Дорогие телезрители, наша студия продолжает серию передач рубрики «Давайте разберемся». Съемочную группу ВАТ-студия пригласили на отчетно-выборное собрание одной из активно действующих общественных организаций, то есть органа общественной самодеятельности, объединения членов Совета многоквартирных домов и правления товарищества собственников жилья города Канаш. Мы с радостью согласились и предлагаем вам посмотреть видеоотчет об этом собрании. Для начала несколько слов об этой организации. В 2013 по 2017 годах в ЖКХ города сложилась неблагополучная ситуация. Все управляющие организации со ссылкой на проблемы со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов стали всеми способами добиваться резкого увеличения размера платы за жилищные и коммунальные услуги. Одновременно выяснилось, что из 54 созданных на бумаге товариществ собственников жилья домами управляли не более 3. Но и не безразличные собственники помещений в многоквартирных домах стали требовать от управляющих компаний и администрации города обеспечивать надлежащее качество предоставляемых услуг по принципу цена-качество. Возникшее противостояние само собой привело к объединению активных борцов за права собственников и нанимателей, членов Советов МКД и правления ТСЖ города в общественную организацию под названием «Объединение членов СМКД и правлений ТСЖ». Активная деятельность объединения включала и обращение к средствам массовой информации. Достаточно напомнить, что в 2013 году в городе с участием не менее сотни жителей проблемных домов была показана по одному из центральных телеканалов. Эта традиция открытости и взаимодействия со средствами массовой информации поддерживается и нынешним составом Совета объединения. К слову, этого часто не хватает в деятельности многих общественных организаций города. Объединение членов Советов многоквартирных домов города Канаш на основании федерального закона об общественных организациях 22 ноября 2019 года со сроком полномочия 2 года был избран Совет органа общественной самодеятельности в составе Александров, Бакиняева, Васильева, Евдокимов, Зинина, Иванова, Капитонова, Курдина, Михайлова, Петрова, Школьников. Заседанием Совета его председателем избран Александров, заместителем председателя Капитонова, секретарем Иванова. Собрание утвердило общественными инспекторами объединения Емельянова, Тимофеева, Школьникова, общественными экспертами Александрова и Иванову. С декабря 2019 до конца 2020 года заседания Совета МКД проводились почти еженедельно по вторникам, за исключением летних месяцев. На каждом заседании заслушивалась информация председателя Совета об итогах еженедельных планерных совещаний по вопросам ЖКХ, проводимых главой администрации города Михайловым или его заместителем, начальником отдела ЖКХ. Рассматривались актуальные вопросы организации деятельности Советов МКД, общественного контроля за деятельностью управляющих организаций. Глава администрации города участвовал и выступил в 6, его заместитель Алапов в 2 заседаниях, председатель постоянной комиссии собрания депутатов города по транспорту и ЖКХ Шулаев в 2 заседаниях. По инициативе Совета объединения проведен обучающий семинар для председателей Советов многоквартирных домов с участием замруководителя Госжилинспекции Чувашской Республики Юркина и начальников отделов Госжилинспекции. В 2021 году в связи с ограничениями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, регулярность заседания Совета нарушилась. После направления согласованной Советом аналитической справки о деятельности МПУ КЖКХ, в которой содержался вывод об отсутствии у унитарного предприятия гражданских прав теплосетевой и теплоснабжающей организации, взаимоотношения администрации города Михайлова, Алапова и Совета объединения Александрова ухудшились. Доступ председателя на планерки был прекращен. Практически прекратилось и предоставление информации о состоянии дел в ЖКХ города,
отделом ЖКХ и сектором муниципального жилищного контроля, отделами правовым, имущественных и земельных отношений. Вызвано это не только проблемами в составе кадров администрации города, особенно отвечающих за состояние дел в ЖКХ, но и безразличным отношением, в ряде случаев откровенным игнорированием предложений Совета и его членов по вопросам организации общественного контроля Советов МКД за деятельностью управляющих организаций, практики подготовки и проведения общих собраний собственников помещений, формулировки вопросов повестки дня и решений по ним, в составе общего имущества конкретного многоквартирного дома, перечня обязательных работ по содержанию и ремонту, требований к договорам управления многоквартирного дома, отчетам управляющих организаций об их выполнении. Совет объединения неоднократно обращал внимание администрации города, руководства МУП «Водоканал» на изношенность водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние пожарных гидрантов. В том, что в городе практика снижения давления в водопроводной сети в ночное время, что вызывало перебои и в горячем водоснабжении, прекратилась, есть и заслуга нашего Совета. Состояние водопровода заставляет повысить требовательность собственников помещений и советов многоквартирных домов к периодичности и качеству лабораторных анализов холодной воды в каждом многоквартирном доме. Это же касается и надлежащего качества горячей воды, поставляемой в дома МП УК ЖКХ. В отчетном периоде ослабилось внимание не только отдела ЖКХ и сектора МЖК администрации города, но и нашего Совета, Советов многоквартирных домов к соблюдению законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. Практически незаметна работа по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территориях гаражных кооперативов. В интересах каждого жителя Канаша завершение работ по рекультивации бывшей свалки мусора рядом с восточным микрорайоном и решение вопроса с началом строительства станции сортировки и перегрузки твердых коммунальных отходов. Новому составу Совета следовало бы уделить этим проблемам самое пристальное внимание. И отметим и положительные результаты нашей работы. Первоочередной целью деятельности нашего объединения является защита прав и законных интересов собственников и нанимателей жилых помещений и многоквартирных домов, в многоквартирных домах, оказание Советом МКД юридической помощи в защите законных прав и интересов жителей многоквартирных домов в досудебном и судебном порядке. Для этого в 2020 году совместно с местными организациями политических партий «Справедливая Россия» и КПРФ и их общественных приемных «Справедливая Россия» практически в каждую среду, КПРФ периодически, обратившимся с соответствующими просьбами гражданам разъяснения положения жилищного законодательства, советы по оформлению документов для представления в суды разных инстанций, обращение в исполнительные органы власти и надзорные органы, оказывалась помощь общественным экспертам Александровым, по месту жительства граждан общественным экспертам Ивановой. Александров, кроме того, выступил представителем собственников помещений в 4 гражданских делах, рассмотренных мировыми судьями и районными судами. По инициативе Совета организованы 3 встречи горожан с депутатами Госсовета Чувашской Республики Семеновым и Маляковым, зампредседателя Республиканской общественной организации собственников помещений в МКД Манаевой.
Активизирована работа электронного средства массовой информации ЖКХ в Канаше. Если в начале 2020 года у нас было 185 подписчиков, то в настоящее время их 344. В органе объединения размещаются документы органов власти Российской Федерации и Чувашской Республики. Даются комментарии юристов, информация о нормативно-правовых актах органов местного самоуправления города Канаш. Администрации города и управляющим организациям, в том числе МУП «Коммунальные услуги», переданы подготовленные с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации проект договора управления МКД, проект сообщения о созыве общего собрания собственников помещений, проект решения бюллетеня голосования собственника помещений, проект единого платежного документа, проект состава общего имущества в МКД, перечень обязательных работ и услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, другие предложения, которые могли бы учесть в своей работе и администрации города, и управляющие организации. К сожалению, откликов на эти проекты, тем более на их критического анализа, советом ни разу не получены. Администрации города настоятельно предлагаем провести серию обучающих семинаров для руководителей и специалистов управляющих организаций. Можно указать, что администрация города считает практически всю имеющуюся в ее распоряжении информацию, если не секретной, то не подлежащей передаче субъекту общественного контроля, каковым наше объединение является по уставу. За непредоставление информации по запросу председателя совета по представлению прокуратуры замглавы администрации Белов привлечен мировым судом к административной ответственности. Должного вывода из этого администрации города пока не сделано. Наши запросы до сих пор остаются безответными. Надеемся, что с новым составом Совета взаимоотношения наладятся. В отчетном периоде налажена связь с городским телевидением ВАТ-студия. В 2020 и 2021 году записанные, подготовленные Александровым 11 передач рубрики «Кто в доме хозяин». В текущем году он и члены Совета Капитонова, Иванова, Михайлова, Школьников участвовали в передачах новой рубрики «Давайте разберемся». В них с участием депутатов Госсовета Малякова, Степанова, Собрания депутатов города Шулаева, Даниловой, Канашского межрайонного прокурора Константинова, замруководителя Госжилинспекции Юркина, исполняющего обязанности замглавы начальника отдела ЖКХ Григорьева, директора ООО УК «Доверие» Корсакова, работников МУП «Коммунальные услуги» и канадского филиала АО «Чувашская энергоснабжающая компания» обсуждены вопросы, связанные с банкротством МУП «Чистый город». Городское телевидение намерено продолжить сотрудничество с нашим объединением. С учетом обращений собственников и нанимателей жилищных помещений о нарушениях их законных прав и интересов, по решению Совета от имени объединения и от имени председателя Совета за отчетный период мы письменно обращались к главе Чувашской Республики, председателю Кабинета министров Чувашской Республики Николаеву, депутату Госдумы Аксакову, руководителю Госжилинспекции Кочеткову, в другие органы исполнительной власти республики. К сожалению, эти обращения вряд ли можно назвать действенными. Ответы на них чаще были не по существу, а ответы к Госжилинспекции к тому же можно назвать формальными отписками. Новому составу Совета можно посоветовать научиться
в обращениях приводить неотразимые доводы обоснованности своих сообщений о фактах нарушения законодательства. В адрес управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций остается без ответа. Очень часто на жалобы собственников жилищная инспекция отдает предпочтению информации управляющих организаций, а не на доводы и факты собственников. В письмах жилищной инспекции часто читаем: по информации управляющей организации нарушения отсутствуют. Интересно, что 6 управляющих организаций, из которых я перечислила, зарегистрированы по адресу Восточный район 18 или улица 30 лет Чувашия, дом 2, по разным источникам. То есть можно предположить, что руководитель этих управляющих организаций в принципе один. У них это заметно: нарушение при проведении общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, оформление протоколов, решений собственников. Все нарушения одни и те же, как под копирку. То есть это люди, которые в принципе находятся под одним и тем же руководством, самостоятельно не работают, можно сказать, только размножаются ради того, чтобы размножиться и от каких-то дома, так сказать, себя отсоединить. Несмотря на наличие квалификационных аттестатов на знание жилищного законодательства, и руководители этих управляющих организаций проявляют безграмотность, открыто игнорируют жилищный кодекс Российской Федерации. И, как известно, безнаказанность порождает вседозволенность. Ну, если кто-то их поддерживает, значит, все можно. Вседозволенность, она такая. Кстати, по поводу лицензии. Вот с начала 2015 года у нас с 1 мая начали выдавать лицензии. Вообще закон вышел с 1 января 2015 года. Лицензии начали выдавать с 1 мая. В конце 2017 года вышло постановление правительства России о том, что с 11 января 2018 года этот закон будет действовать. Лицензии выдаются на 5 лет. Это нужно знать управляющим организациям. И все, кто получил ранее бессрочные лицензии, отсчет этих 5-летнего срока будет с 11 января 2018 года. Представляете, в 22-й, значит, через год, в принципе, в 23-м году, 11 января, эти организации, все, почти все, кто получил ранее лицензии, не в 18-19, а еще ранее, они должны как-то продлить эти лицензии. Вот обязательным условием при этом является наличие протокола собрания. Для того, чтобы дом в реестр лицензий вписали, значит, нужно собрание с решением собственников и наличие договора управления многоквартирным домом. Вот на 8 февраля, как я вот посмотрела, 2019 года в реестре лицензии управляющей организации «Ромашка» насчитывалось 14 многоквартирных домов, а фактически под управлением находилось 19, в том числе без договоров управления 7. Как минимум 2 дома заключения договора управления вообще не было даже повестки собрания. То есть выбор управления был утвержден, но не реализован. И в этих случаях как раз лицензия отнимается от этих домов. Но ничего такого не произошло. Несмотря на то, что мы, в принципе, говорили об этом, мы разговаривали с Кочетковым, руководителем госжилинспекции, на эту тему, когда он в срочном порядке, вечером мы разговаривали, на утро уже внесено было все. Некоторые многоквартирные дома внесены в реестр лицензий через 1, 5, 9 месяцев после начала фактического управления, что является основанием для рассмотрения лицензионной комиссии вопроса об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. Это жилищный кодекс, статья 199, прям четко написано. Отсутствие в течение 6 месяцев в реестре лицензии дома и отбирается лицензия. Ну, вот такие у нас порядки получаются, чтобы ничего такого не произошло. Еще раз повторяю, что вот как раз безнаказанность, она и порождает вседозволенность. Что хочу, то и делаю, ни к чему мне такого не будет. Примерами безграмотного проведения общих собраний собственников можно привести оформление протоколов многоквартирного дома 28 по улице Промогородная. На 3 страницах замечания вот Михаил Николаевич сделал. Многоквартирного дома 6 по улице Кооперативная, 5 по улице Ильича. В принципе, все эти замечания были отосланы и ознакомлены все, кому надо, но вот, никаких последствий не было. Вот, кооперативная 6 до сих пор, они даже судиться, по-моему, собираются по подделке протоколов. По Промогородной 28 занималась даже комиссия жилищно-коммунального хозяйства при городской собрании депутатов. Это Шулаев и Яковлев там в комиссии.
Несмотря на растущее количество управляющих организаций, в принципе, выбрать действительно ответственную управляющую организацию не из чего. Постановлением городской администрации от 21 декабря 2020 года, вот ровно год назад, номер 886, был разработан перечень обязательных работ и услуг по содержанию общего имущества собственников помещений МГКД и установлен размер платы для разных категорий домов, которые не приняли решение о выборе способа управления и размере платы за содержание жилого помещения. По просьбе заместителя главы администрации Алапова тогда еще, мною был сделан анализ перечня этого работы услуг, замечания и уточнения. По некоторым статьям предлагаемые расходы были завышены, а вот расходы по управлению домом вообще отсутствуют. Максимальный размер платы за содержание жилого помещения без лифта, вот в том перечне, который утвердила городская администрация, составляет 14 рублей 60 копеек за 1 квадратный метр в месяц. Это для тех домов, которые не принимают решения об утверждении размера или не выбрали способ управления, управляющую организацию. Но это не значит, что 14,60 рублей – это как предел, и все должны так составить. В каждом доме, согласно конструктивных особенностей дома, должен быть свой размер платы и свой перечень услуг и работ. Это вот вы имеете в виду. В постановлении правительства 491 устанавливает порядок утверждения размера платы за содержание жилого помещения на общем собрании. В случае, если размер платы превышает размер платы за содержание жилого помещения, установленный органом местной администрации, управляющая организация обязана представить обоснование такого превышения. Если будет свыше 14,60, вот на сегодняшний день еще действует вот это вот распоряжение администрации, значит, нужно какое-то веское обоснование. На каком основании свыше того, что утвердила городская администрация? Но безграмотность некоторых управляющих организаций вообще-то поражает. А возможно, это и сознательный умысел. Вот 6 августа 2021 года в доме 20 Восточного микрорайона якобы состоялось собрание собственников по утверждению размера платы за содержание жилого помещения в размере 15 рублей за квадратный метр, да еще задним числом с июля 2021 года. Жители терпят. Наверное, очень богатые, крутые, денег много. Жители не видели, чем закончилось собрание. Уведомление об итогах собрания, которое должно быть вывешено не позднее 10 дней после проведения итогов голосования, так и не было вывешено в подъездах. Что там приняли, какие размеры, откуда взялись эти цифры, никому не ясно. А квитанция напечатана 5 августа, то есть до начала собрания еще решения не было, еще и бюллетени не собрали. Хотелось бы, конечно, ознакомиться у руководителей «Ромашка» с обоснованием превышения размера платы. В нашем городе сложилась такая ситуация, что в результате незаконного перевода всех многоквартирных домов на непосредственный способ управления еще в 13-14 годах жители стали вносить платы за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям. Сейчас насчитывается около 10 квитанций на квартиру, включая домофон, интернет и другие. Кстати, во всех квитанциях указаны разные площади жилых и нежилых помещений. На это управляющим организациям надо обратить внимание. С выходом федерального закона 2018 года номер 59, который разрешает при управлении многоквартирным домом управляющей организацией собственникам помещений, действующим каждый от своего имени, заключать договор, содержащий положение о предоставлении коммунальных услуг с ресурсоснабжающей организацией. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Этот закон вышел в 2018 году, но до сих пор наше фактическое состояние не приведено в юридическое. И сейчас как раз когда проводятся собрания в домах, после того, как чистый город у нас ликвидировался, вот это вот вопрос необходимо поставить на голосование в повестке собрания. И именно вот в такой редакции, как я прочитала, это я не просто так прочитала, это редакция в законе, в жилищном кодексе, статья 157.2. Именно в такой редакции, а не то, что там сейчас некоторые пишут заключить прямые договоры. Начался отопительный сезон. Вернее, он уже и продолжается на сегодняшний день. В соцсетях появилось множество жалоб на плохое отопление в квартирах. Вот здесь присутствует и Репина, и 16, и 15, и, наверное, еще вот другие дома. Репина 12 тоже в соцсетях постоянно пишут: нет тепла. Между прочим, это из года в год. Вот такие жалобы идут по теплу. Но жалобы поступают через госуслуги, в интернете, в Одноклассниках, в группе «Подслушано в Канаше». Центр управления регионом, это ЦУР, такая есть у нас функция в правительстве
Чувашии, отслеживает все жалобы, направляет в органы местного самоуправления. Но жалобы появляются снова и снова. Улица Репина, вот я уже говорила, улица Ильича 4-9, проспект Ленина 11, Восточный 32, Разиной 8, Чкалова 16, Трудовая 7, но это сколько только я нашла. То есть по всему городу из сообщений Центра управления регионами только за 1 месяц поступило 70 жалоб на плохое отопление. Это в Канаше, Чебоксарах, Новочебоксарске. Там. Необходимо отделу ЖКХ городской администрации разработать единую инструкцию о порядке и сроках рассмотрения жалоб на нарушение качества и продолжительности представления коммунальной услуги именно по отоплению. И в конце концов разработать мероприятия по приведению температурного режима в домах до нормы. Ресурсоснабжающие, теплосети я имею в виду, они говорят, ссылаются на управляющие организации, что у них там сети в подвале изношены. Управляющие организация говорит, нет, у нас все в порядке, котельная не работает. Но когда-нибудь, наверное, до кого-то дойдет смысл всего этого. Зачем это мы теперь Иван Иванович на Ивана Никифоровича все ссылаемся? И главное, из года в год, кто-нибудь, я говорю, решил бы эту проблему? Вот в данном доме котельная виновата, или в данном районе, в данном доме, например, виновата система отопления, которая находится в подвале или в стояках. Тогда нужно срочно хотя бы включать эти дома в капитальный ремонт по отоплению. Вот в Восточном 9, хочу похвалиться, это мой дом, мы отопительную систему заменили еще в 2009 году. У нас тепло. В городе зарегистрировано 4 организации по представлению провайдерских услуг. Ростелеком, Телеком Плюс, Общество с ограниченной ответственностью Телеком ЛТД, это Магнит ТВ в Канаше так называется, а вообще у них в Ядрине главная организация. Net by Net Holding, но у них Чебоксар. Это чебоксарская организация, у нас она находится здесь по Ядриковскому шоссе, которая при установке своего оборудования использует общее имущество домов, но при этом не хотят заключать возмездный договор на пользование общим имуществом, а управляющие организации не настаивают. В этом вопросе последнее слово должно остаться за Советом многоквартирных домов. Каждый год в среднем 30 многоквартирных домов проводят капитальный ремонт, ремонтируют крыши, и жалоб на протечки уже заметно снизилось. То, что было, например, в 2015-2014 годах, жалобы на крышу, когда в месяц, я помню, говорили в аварийной диспетчерской службе, Чистый город тогда говорит, по 80 в день жалоб на течь кровли было. Сейчас, конечно, снизилось, потому что по всему городу в первую очередь стали ремонтировать капитально крыши. В многоквартирном доме 9 Восточного микрорайона заканчивается капитальный ремонт водоснабжения. Заменяются трубы горячего, холодного водоснабжения и канализации. А в доме находится 6 муниципальных квартир, в которых внутриквартирная разводка давно нуждается в замене. Дому 45 лет. Почему бы депутатам не включить в бюджет на следующий год расходы по ремонту сантехники в муниципальных квартирах во время капитального ремонта общего имущества, включая замену моек, ванн, санузлов, поскольку это все-таки муниципальная собственность, и она как собственник должна отвечать за свои сети. Необходимо попросить городскую администрацию провести семинар с управляющими организациями, с привлечением инспекторов пожарного надзора. Не просто ознакомиться, а привести дома в соответствии с этими правилами. По пожарной безопасности мы уже столкнулись, наверное, раза на 10. Так ведь, если покопнуться всех остальных домов, то там тоже много. Там и ящики с картошкой на путях эвакуации, и заграждение части общего имущества, там маленькие коридорчики. Это тоже, в принципе, незаконно, это уменьшение площади общего имущества. Мы миримся, потому что весь дом так делает, вроде бы никому не обидно. И многое другое. Надо обратить внимание на молниезащиту. Как показывает практика, например, Разина 7 дом, 30 лет Чувашии, дом 3, поменяли, сделали капитальный ремонт. Трубы везде пластиковые, все, новые отопительные приборы, конвекторы, биметаллические, алюминиевые, всякие, Дом как не работал, система отопления не работала, так и не работает, даже после капитального ремонта. Дело в том, что все жилищные организации, сейчас на сегодняшний день не знаю, но раньше ежегодно делали промывку системы внутридомового отопления. Делали. Работу не просто так, сами сделали для вида все. Работу сдавали инспекторам тепловых сетей. Даже и главе администрации говорили, а Кириллу, это директор тепловых сетей, много раз говорили, что ни одного погонного метра теплосетей не промывается. Дома жилищники промывают,
наступает отопительный период, и вся грязь теплотрассы идет в промытые системы отопления внутри домов. Поэтому опять казус получается. Вроде бы дом промытый, а он все равно не работает. Да потому что с теплотрассы в летнее время теплотрассу воду сливают, и, естественно, там коррозия, шлам образуется, потом этот шлам весь летит внутри домовые системы. Вот нужно добиться от руководства города, чтобы обязали ресурсоснабжающую организацию, это МП, УК, ЖКХ, чтобы они промывали наружные сети поквартально, по дворам промывали, и обязательно с составлением актов и приглашали эксплуатирующие организации, чтобы они видели тоже, да, промывка наружных сетей теплотрасс проведена, ставили свои подписи. Вот тогда будет порядок. Почему вот у нас, вот сейчас у нас тут люди, вот, ну хотя бы вы, Михаил Николаевич, Галина Владимировна, вы около руководства находитесь. Почему такое безобразие допустили, что казаков тут орудуют у нас в Восточном районе, свои дворы все, а мы сидим оплеванные. Люди стоят. Вот поверите, вот мы ходили, когда вот, тут собирала я с ними данные все собирала. Вот стоит дама передо мной и говорит: да что нам чистый двор, вот этот коммунальные услуги. Посмотрите, казаков, все дворы сделал, все делал. А вы что делали? Ничего не сделали. У меня челюсть откидывается. Значит, подъезд чистый, окна заставили, лампочки висят, дорога есть, крылечки отремонтировали. Ничего не делаем. Зато казакову честь и хвала. Вот кто за этим должен контролировать и смотреть? В конце концов, да, может быть там что-то такое, но надо какую-то пропорцию, надо перед руководством ставить, как говорится, задачу. Если уж сделаем, то, пожалуйста, нельзя муниципальную организацию обижать. У нас двор Репина 15, 16, 17. Благоустройство двора делали. 3-й сорт щебенка, детская площадка. Проект сдали, Михайлов даже не знал. В 20 году, вот это конец 20-го года сдали. Это как? Это можно было подписать вот этот документ? Это как дети 3-й сорт щебенка играть должны? Качели стоят, качели поставили. Потом ОНФ приехал. Приехали ОНФ, сказали доделать. Исмаилов пришел доделать. Это потом 11 июня. Пришел и вопрос задали, почему? А что, говорит, качели, говорит, висели, пусть, а там надо было, говорит, вот эти качели Богдан Хмельницкий сдавать, говорит, вот отсюда сняли и туда повесили. Как это так можно? Как это можно? На 3 миллиона был этот проект детской площадки спортивной. И ничего не сделано. Принесли, поставили. Это стыдно. Качели, дети катаются, вот это подростки, вот такие дети катаются вдвоем, сядут на гнездо, ходуном ходят. Я куда только не писала, я писала Николаеву, 2 раза писала, в 20-м году в октябре и в 21-м году в апреле. Я писала, почему Базунова дала более 10 дворов, это ромашки, почему наша инициативная группа не может это сделать. Это не делали. Я получила от Базуновой, сопоставила, это ни одного, даже точки нету на мои 4 вопроса. Почему? Проекты это сдали, это экспертиза была, проект, деньги делали, это ни один подрядчик местный не хотел этот наш двор взять. Ладно, регионстрой подставили. Везде была, нигде правды не найдешь. Я раньше говорила, 90% я не верю людям, а сейчас уже я 99% не верю, 1% остался. До сих пор не доделана детская площадка, до сих пор. Это же федеральные деньги, не просто вот это там пришли, это. И еще вот на очистные сооружения там восстановить, убрать, что-то заново что-то строить. Как моногороду-то наши выделили, Москва из федерального бюджета сколько-то миллионов денег. И что вы думаете, как не использованы, Москва обратно списала. А какие сооружения у нас очистные по Канашу? Все знаете. В первую очередь я хочу, пользуясь случаем, обратиться к жителям нашего города. Уважаемые канашцы, мы все с вами собственники. Мы стали ими по своему желанию.
А раз мы стали собственниками, значит, мы должны что делать с вами? Засучив рукава, бороться за свои жилищные права. А каким образом это сделать? Закон дает нам право. Это право мало кто из нас реализовывает. Скажите, пожалуйста, жители любого многоквартирного дома, когда вы выходите на собрание и активно решаете свои проблемы, почему мы все с вами надеемся на чужого дядю? Говорим, что плохая управляющая компания. Жилищный кодекс дает нам право организовать товарищество собственников жилья. Или есть другой способ, непосредственный. Почему мы не пользуемся этим правом и не хотим, как люди, которые проживают в частном доме, нести бремя ответственности за содержание своего жилья? Да, критика хороша, но давайте подумаем, всегда ли мы правильно критикуем. Вот сейчас сказали Михайлов. Так извините, Михайлов не может в каждый дом зайти и сказать, что вам нужно. Скажите, мы выбрали совет дома? Один юрист у всех частных управляющих компаний на любом собрании, в любой компании «Дружба», «Доверие», все громогласно заявляет, никакой совет дома не нужен, мы выполним все за вас сами. Почему? Потому что очень легко распоряжаться нашими деньгами тем, кто их получает. Сами получают, сами начисляют, сами составляют сметы, сами находят подрядчиков, сами деньги тратят. А мы молча расписываемся в бумажках и съедаем, так и положено. Мы кого пытаемся обмануть? Мы сами себя обманываем. Понимаете? И когда мы говорим, тут плохо, давайте в зеркало посмотрим. Мы живем плохо потому, что мы сами стали ленивые. Выходите на собрание, да, критикуйте, ругайтесь, но делайте что-то. Не ждите, когда за вас это сделает чужой дядя. Нужно активно пользоваться своими правами и участвовать в жизни города. Скажите, давно ли мы выходим на субботники? Нас не дождешься. Мы привыкли, что за нас делает дядя. А почему? Я вам хочу пример поставить. Евгению Ивановну, Восточный 9, машиностроителей 15, Курдину Нину Александровну, Михаила Николаевича Александрова, Михайлову, Антонину Михайловну Куйбышева 17, которые борются за свои права, приводят свои дома в порядок, и их дома являются образцовыми. Что им мешает делать? Ничто. Они активно участвуют в жизни своей. И поэтому прошу вас услышать мои слова. И когда висит объявление любой управляющей компании, выходите на собрание, читайте, знакомьтесь, слушайте, задавайте вопросы и спрашивайте, что вы предлагаете, на каких условиях, что будет. И не думайте, что если в вашем протоколе стоит и выборы, и текущий ремонт, и капитальный ремонт, и благоустройство, не думайте, нет, это не частные деньги, это наши с вами деньги. Мы за них это платим, и помогает нам в этом государство. Участвуйте в жизни своего дома. Галина Владимировна сказала, что вот мы вот несколько домов делаем. Вот мне стыдно, вот которые дома выступают, это вам стыдно, мне тоже стыдно за вас. Вот не обижайтесь, потому что вы сами себя позорите этими словами. Сами себя показываете, вы не бессильны. Вы сильные, вы просто не добиваетесь того, то, что надо. Вы только требуете. Почему вы не оформляете заявки? Почему вы не пишете план работы? Я, например, по каждому я нынче провела 3 собрания. 3 собрания провела. Я пишу, что нам надо делать. Я советуюсь со всеми сначала своим советом. Потом выношу это на обсуждение всех собственников. У меня, я говорю, собственники никогда не говорят, что не будем. Они с радостью это все принимают. С радостью выходят со мной вместе
мы убираемся, мы каждый год по 2 раза делаем субботники. Посмотрите, приходите ко мне. Активные люди есть в домах. Просто мы не хотим с ними общаться близко. Если только вот так соберетесь, 4-5 человек, неужели за вами не пойдут другие? Это наши деньги, мы платим эти деньги, и мы обязаны проверять. Каждый квартал я пишу заявление, прошу, сколько начислено, сколько там израсходовано, куда израсходовано. Предоставьте, пожалуйста, акт о выполненном труде. С удовольствием мне представляют. Через 10 дней я получаю данные, я начинаю проверять. Так, чьи подписи, кто подписал, сколько, куда. Я все выясняю. Я не жду до конца года. Я до конца года уже знаю, сколько у меня остаток, сколько у меня куда истрачено. Все делать. Это просто нужно желание. Над чем мы очень мало, практически ничем не занимались, ничего не делали. Это для привлечения молодых собственников помещений к работе по управлению своим домом. Сейчас самое главное, чтобы в советы многоквартирных домов нового состава у нас те наши дети, внуки с высшими юридическим, экономическим, бухгалтерским образованием, строительным, мы бы их находили, пока сами есть. Вот Антонина Михайловна как работает, Эмилия Ивановна как работает. Вот этот опыт передать, чтобы после нас не осталось пустого места, которое мы хотим назвать общественным контролем. В своем видеоотчете мы постарались осветить основные моменты как отчетного доклада, так и выступления участников собрания. Их было не очень много. Тут сказались и ограничения, связанные с COVID-19. Присутствовали секретари местных отделений Коммунистической партии и «Справедливой России за правду», депутат собрания депутатов города Маргарита Филимоновна Данилова. Глава администрации Виталий Николаевич Михайлов не смог участвовать по состоянию здоровья. Очень странно и непонятно, почему в собрании не участвовали приглашенные руководители управляющих и ресурсоснабжающих организаций, заместители главы администрации, даже сотрудники отдела ЖКХ, сектора муниципального жилищного контроля. Аплодисментами были встречены эмоциональное обращение Галины Владимировны Капидоновой, заместителя директора МУП «Коммунальные услуги», ко всем собственникам и нанимателям жилых помещений в городе. Кстати, в планах нашей телестудии подготовка отдельной передачи в доме номер 17 по улице Куйбышева. Цель показать, что Совет многоквартирного дома при постоянной усиленной работе может не только добиваться улучшения дома, но и взаимоотношений его жителей. Решением собрания работы Совета за истекшие 2 года признана удовлетворительной. Состав Совета расширен с 11 до 15 членов. Председатель и секретарь будут избраны на организационном заседании, как того и требует устав объединения. На этом наша передача подходит к концу. Всех благ вам, дорогие телезрители!